Не хватает времени, но, к сожалению, у нас сегодня программа ограничена 2 часами, поэтому каждый поэт выбирает те стихотворения, которые бы хотел показать на сцене. Поэтому для каждого участника сегодня ограниченное время 5 минут. Но я думаю, что 5 минут этого тоже достаточно, чтобы показать себя. Встречайте! Литературное объединение при Союзе писателей Юлия Родионова. Всем добрый день, с праздником. Ну, я уложусь в 2,5 минуты. И бабочкой, летя на зов горячий, я понимаю, что сгореть не страшно. И боль от жара ничего не значит. И все, что было, станет вдруг неважно. А все, что будет, будет не со мной. И теплый ливень, пахнущий сиренью, и мягкий луг, укрывшийся росой, разбуженный веселой птичьей трелью. Не спрашивай, я не даю ответа, и лгать меня не научила жизнь. А нас, родных, не примирило лето, и эхом разлетается «держись». А в сердце разрывается «прости» за ту любовь, что душу согревала. Ее мы растеряли по пути, и нет конца. И не начать сначала. В руке моей не книга, а бокал. В душе моей давно не пели птицы. Со мной прожив, меня ты не узнал. А я живу, и свет мне часто снится. И я дышу, хоть воздух черен, густ, и я пою без голоса и звука. И пусть люблю лишь тех, кто сердцем пуст. Но я люблю. Такая другая штука. Предутреннее. Утром стелилась под ноги холодной росой. В капельках таял рассвет, мне хотелось летать. Или бежать по траве в легком платье босой, или вернуть в серебристую влажную гладь. Там наблюдать пробуждение желтых цветов и ощущать вместе с ними нежность восхода, не вспоминая о тленности утренних снов. Грохот будильника, чай, автобус, работа. И ливень июльский, и грозы, и поле ромашек, и запах травы, что скосили на теплых лугах. И громкие трели, невидимых сереньких пташек. Все это вернется в февральских заснеженных снах. И все повторится, и будет июль распеваться, все теми же серыми птахами в клетках ветвей. И будущим летом ты снова уйдешь, чтобы остаться, прижиться и спрятаться в памяти зимней моей. Спасибо.